Доброе утро. Здравствуйте, мы начинаем уфимский разворот на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Елена Черкова. Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Номер для смс ваших напомню, +7 927 304 1051. Можете писать нам еще и в Телеграм. Трансляция у нас, как обычно, на Ютубе, на Фейсбуке запущена, нас можно там смотреть. Мы по традиционной схеме почитаем СМИ, поголосуем, послушаем отрывок из вчерашней программы «Персонально ваш». Во второй части у нас несколько гостей, но мы будем им звонить. Да, будем разговаривать с ними по телефону, поэтому не уходите далеко, как говорит наш коллега Азамат Саитов, от ваших радиоприемников. Не убирайте далеко ваши телефоны для того, чтобы принимать активное участие в нашем эфире. Ну и начнем мы с обзора прессы. Хочу начать с такой позитивной, наверное, вещи. Да, материал вышел на медиакурсете о том, как в Уфе пенсионер в суде отстоял право соседского ребенка на молочное питание. Рустем Давлетбаев говорит, что просто решил помочь одинокой матери, воспитывающей двоих детей, один из которых инвалид. Значит, история в том, что человеку, да, жителю Уфы, показалось несправедливым, что детям одинокой матери не выделяется бесплатное молочное питание, вот эти вот кефиры, да, там молочные смеси и так далее. Она, в общем, была занята работой, да, воспитанием детей, никуда не обращалась, а пенсионер начал обивать все пороги, история дошла до суда, и суд встал на сторону вот этой женщины, и более того, было принято решение, которое касается не только этой отдельно взятой семьи, но и всех жителей, по сути, республики, да, и тем самым суд обязал все-таки до 3-летнего возраста обеспечивать нуждающиеся семьи вот этим вот молочным питанием. Так что, оказывается, как показывает опыт, да, неравнодушные люди могут добиться своего, главное не сидеть сложа руки и, в общем, добиваться того, чего хотите. Продолжение медиакурс сети. Материал: житель Башкирии, пострадавший от взрывов, выиграл суд против Минобороны. Спойлер: Минобороны подала апелляцию. По решению Мелюзовского суда Министерство обороны страны должно выплатить молодому человеку 500 тысяч рублей за причинение морального вреда. Речь идет о парне, ему 21 год, сейчас Данила Холодницкий его зовут. Он с родителями жил в поселке Пугачево, это в Удмуртии, поселок военный такой, городок закрытый достаточно. В 2011 году там взорвались боеприпасы на территории войсковой части. Естественно, люди пострадали очень сильно, но это был только первый взрыв, потому что через несколько лет случился вторая волна таких же взрывов. Тогда люди страдали прям еще сильнее, то есть от жилья фактически ничего не осталось. После взрывов и в 2011 году, и уже позднее люди стали подавать в суды, естественно, с требованием восстановить моральную компенсацию, выплатить компенсацию за причиненное имущество, причем достаточно небольшие деньги, но и тогда суды отклоняли эти иски. А в результате, когда второй взрыв произошел, Данила уже был студентом юрфака. Вот это вот ему, видимо, помогло. Он принял решение, что он пойдет в суд и будет отстаивать свои права. В 2018 году, 24 сентября, Мелюзовский райсуд вынес в пользу Данилы решение и удовлетворил, правда, частично, но удовлетворил его иск о взыскании с Министерства обороны России моральной компенсации. То есть Минобороны по решению суда должно выплатить 500 000 рублей. Эти деньги, собственно говоря, Данила говорит, что он хочет потратить на восстановление здоровья, потому что все-таки взрывы не прошли ни для него, ни для его семьи мимо. Но Минобороны, ведомство у нас не только очень закрытое, но еще очень непростое, поэтому они подали апелляцию в Верховный суд Башкирии и дали вот то, что рассказывает Данила. Они отрицают, что я мог получить какой-либо моральный вред во время взрыва. Действительно, глупость какая. Хотя Верховный суд России давно уже постановил, что взрывы артиллерийских боеприпасов вызывают у человека стресс. Стрессовые ситуации, соответственно, причиняют нравственные страдания. Этот факт является неоспоримым и не подлежит доказыванию. Моральный вред в медицине относится к категории тяжкого вреда здоровью, так как он на всю жизнь и трудно лечится. Несмотря на это, мне назначили эксперта-психолога, расходы которого я оплачивал сам. Я хочу пожелать коллеге, чтобы вынесли определение, исходя не из внутренних субъективных убеждений и политических моментов, а руководствуясь Конституции страны. Там говорится, что человек и его права являются наивысшей ценностью. Но вот после публикации этого материала, буквально через пару часов на медиакурс-сети вышло продолжение. И они рассказали, наши коллеги рассказали, что молодой человек после того, как публикация вышла, стал получать анонимные угрозы. Он намерен обратиться
в МВД. Вот, в частности, как он сам рассказал нашим коллегам из МКСЭД, с его слов, спустя несколько минут после публикации начали поступать анонимные звонки. В них неизвестный мужчина, не представившись, заявил Данилу об угрозах его теперь уже публичной деятельности и обращения в СМИ. Мне довольно серьезным тоном дали понять, что если я не брошу обращаться в СМИ, то суд станет на сторону Минобороны. В настоящее время молодой юрист намерен обратиться в полицию с заявлением. Прекрасно. Да, тоже история отстаивания своих прав, но и того, как так просто не хотят это оставлять. А можно, вот, я не знаю, у нас же есть право считать официально, чтобы считалось официальным обращением в прокуратуру выступление журналистов. Вот можно считать вот нынешний эфир сейчас официальным обращением в прокуратуру республики или силовые органы, чтобы вот за этой ситуацией понаблюдали и разобрались? Разобрались, проверили звонки, в конце концов. Довольно странно, когда человек выигрывает суды, а ему звонят и говорят: слушай, давай-ка там. В этой ситуации начинаешь думать, а не лучше было бы, чтобы этот самый закон Яровой работал реально, да, чтобы эти записи были сохранены, их можно было бы достать и послушать, на самом деле, кто что говорил. Еще немножко о правоохранительной теме. Про Уфу пишут о том, что продолжается процесс в отношении бывшего заместителя руководителя адвокатской палаты республики, значит, Ромео Фаррукшина. Процесс идет в Кировском райсуде. Материал об этом материал написал Рамиль Рахматов на ПроУФУ. Значит, схема защиты, которая отрабатывается в этом процессе, представляется так, что Фаррукшин будет жертвой провокации силовиков, пишет Рамиль. Значит, якобы вся эта история со взяткой, я напомню, что его обвиняли в том, что он брал деньги за, значит, присвоение статуса адвокатов и помогал якобы при сдаче адвокатских экзаменов. Вот. И что, значит, все это было неправдой, а фактически была провокация силовиков с целью его подставить. Ну вот это линия защиты. Хотя суд, Рамиль конечно, продолжается. Рахматов сегодня будет у нас среди коллеги. Я думаю, что он очень подробно и очень в красках расскажет всю эту историю, поэтому после 15 часов присоединяйтесь к нашему эфиру. А если мы заговорили про ПроУФУ, хочу вот на какой материал обратить внимание. Альянс врачей требует провести проверку после отчета Минздрава о зарплатах. Я напомню, что исполняющий обязанности министра здравоохранения Максим Забелин буквально вот на днях рассказывал о феерических совершенно зарплатах наших медиков. Говорил, что врачи получают 60 тысяч рублей, младший медперсонал 30. Средний тоже 30. Средний тоже 30. В общем, прекрасно у них все. А тем временем глава профсоюзной организации «Альянс врачей» Анастасия Васильева вот в это не поверила. Она отправила обращение в электронную приемную на имя Радия Хабирова с требованием разобраться в бездействии органов власти. После отчета республиканского Минздрава о зарплатах, которые вот Максим Забелин там озвучил, Васильева как раз и решила заняться такими вот вещами. Она отмечает, что недавно принятый указ президента о мероприятиях по реализации государственной социальной политики, который предписывает повысить заработную плату медработников минимум на 100%, до 100% от средней заработной платы в регионе. И в Башкирии он, по словам Васильева, почему-то не выполняется. Так, вот она приводит пример. Младший персонал республиканского наркодиспансера номер 1. Зарплата составляет около 20 тысяч рублей, хотя должна соответствовать средней по республике, я подчеркиваю, по республике, и составлять 32 091 рубль. В связи с этим Васильева просит провести проверку медучреждения, выявить все случаи невыполнения указа президента, привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, после чего привести зарплату работников в соответствие. Но ПроУФУ отмечает, что жалоба профсоюза зарегистрирована и находится на рассмотрении. Это как же так получается? Если средняя зарплата младшего персонала 30 тысяч, значит, кто-то из них получает 40, условно говоря, а кто-то 20, вот судя даже по этому материалу. Насколько это вообще реалистичные цифры? Я думаю, там зарплата считается из зарплаты средняя по больнице, да, из зарплаты какой-нибудь санитарки, которая получает 15 тысяч, и зарплата главного врача, который получает 1100, и вот они там сложили, разделили, вот тебе общая температура и получилась. Как это обычно бывает. 100 плюс 15, знаешь, отделим, получается 40 в среднем. Отлично. Ой. Тем временем стало известно, где вкладчики Роскомснаббанка будут получать свои выплаты. Сбербанк и Уралсиб станут операторами, которые будут выплачивать вот уже на днях страховые выплаты вкладчикам этого банка, у которого на прошлой неделе была отозвана лицензия. Об этом материал, в том числе на ПроУФУ. И, в общем, многие СМИ пишут о том, как Салават Юлаев стартовал во втором раунде плей-офф. Вчера такой взял и рассказал весь мой выпуск новостей сейчас. Практически, да. Но это отдельно. Новость. Друзья, выпуска новостей не будет, мы все рассказали. Салават впереди, 1-0 в серии и 1-0 во вчерашней игре. Ну и коротко скажу еще о том, как, значит, Идель Реали
Штаб Навального, двоеточие. Наша поддержка на выборах главы Башкортостана Расстроили могла меня стать причиной задержания Айрата Дильмухаметова. Значит, в штабе Навального не отрицают, что задержание оппозиционера Айрата Дильмухаметова может быть связано с заявлением уфимского штаба Навального о поддержке на выборах главы Башкирии любого кандидата, который сможет составить конкуренцию Радию Хабирову. Если бы он мог аккумулировать большое количество протестных голосов, то да, почему нет, отметила Лилия Чанышева. Ну, в общем, вот так вот как-то это, не знаю, насколько это можно, воспринимать серьезно, но информация именно такая, какая есть. Сейчас вот это гадание реально начнется. Чего? Вот когда Айрат Дильмухаметов появится как раз в сетях, потому что телефон вчера был весь день недоступен его, тогда и узнаем, собственно, причину. А сейчас вот эти вот пальцем в небо тыкать. Но во второй части мы об этом еще поговорим с его соратником Робертом Загреевым по телефону. А пока послушаем фрагмент программы «Персонально ваш». Вчера с политологом Сергеем Лаврентьевым, а мы также в эфире эту тему обсуждали. У политика Айрата Дильмухаметова прошли обыски с сотрудниками ФСБ, якобы они были осуществлены. И около 10 часов утра он якобы был, как минимум, если уж не задержан, то увезен для то ли допроса, то ли для каких-то других следственных действий в отделение ФСБ. Опять же, официально подтвердить пока не можем, но если предположить, что это правда, на ваш взгляд, что происходит? Ну, у меня тоже вопрос, ответов-то у меня никаких нет. Теоретически рассуждать, что человек, который называет себя политиком, он должен быть готов ко всему. С одной стороны. С другой стороны, Дильмухаметов, он же был уже... Он был дважды осужден. Даже дважды. То есть он знает, что это такое. Он знает, за что. Ты как, и где, там, и так далее, и так далее. Поэтому он, вот насколько я его наблюдал, я его пару раз видел на каких-то мероприятиях, он очень осторожный человек. Он имеет свой взгляд. Он говорит о своем будущем политики. Но за это, насколько я знаю, обыски не проводят и не задерживают. Парень, он, несмотря на свою богатую биографию, все-таки относительно молодой, и он всегда был резким. Вот когда он учился в университете на историческом факультете, но я в это время был секретарем партийного комитета, и, естественно, мы смотрели, хотя время было очень такое уже перестроечное, партия теряла свой авторитет, власть, но тем не менее как-то приглядывались к молодым людям, которые проявляли какие-то данные способности к политике. И вот ему было предложено даже вступить в партию, от преподавателя, который вел у них занятия. Потом к мне приходит и говорит, знаете, что он сказал? Вот эта вещь удивительная просто, но для меня это было поразительно. Он сказал: пока в этой партии такие люди, как мой отец, я в эту партию не вступлю. Он секретарь Компартии, отец, это студент там какого-то 4 или 5 курса. Фронт – это фрондерство чистейшей воды. Тогда это было. Но все это потом выросло в то, что он постоянно в оппозиции. Говорит ли это о том, что все-таки человек приверженец своих убеждений? Нет, для него это принципиально, это важно. Человек явно на этом рос. На ваш взгляд, справедливо ли, если предположить, что, вот опять же, информация, правда, не подтверждена, что якобы вот этот допрос и обыск связан с видео, опубликованным на его канале в апреле прошлого года. А судя по видео, опубликованным на канале, как раз в апреле у него в прошлом году вышли первые 2 ролика. Цикл программ «Взгляд», который он ведет. Там он рассуждает на тему потенциального будущего устройства, говорит о федерализме, да, на мой взгляд, вроде как и каких-то радикальных вещей не озвучивает. Нормально ли то, что вот в современном обществе за такие вещи вообще какое-то преследование? Нет, это, конечно, ненормально. Но вот в этой связи я как раз перечитываю некоторые фрагменты из биографии Екатерины Великой. И вот она, начинав свое правление как заигрывающий с либеральной интеллигенцией, ну, говорим современной интеллигенцией на Западе, то есть Дидро, Вольтер, переписка, французская энциклопедия, знания французские энциклопедии, ну, это первое. А потом, когда в России появились Радищев и Новиков, и были страшные политические процессы. Любая мысль, если даже возникла специальная канцелярия, которая следила за свободой мысли, рассуждениями, она увидела, что в этом огромная опасность. А это никуда не делось. Акунин, который как раз пишет об этом, он как раз тип государства называется ордынский тип. А Екатерина, при всем том, что рожденная в Германии, приехавшая в 14-летнем возрасте, в конечном итоге все равно была поглощена ордынским типом российского государства. Вот рудименты его, мне кажется, у нас до сих пор не изжиты. Хотя вроде бы такая здесь сравнение, но оно просто не пришло в голову. Только лишь рудименты или в принципе мы живем по этой же системе? Это есть. Прямо скажем, это есть. И везде это есть. Я вот именно восторгаюсь судебной реформой Александра II, когда состязательность в суде. Когда вдруг стрелявшую в Трепова Веру Засулич оправдывают. Ну что это? Состязательность. То есть появились какие-то люди, ораторы, стали кумирами, типа Кони, Плевака, выступая в суд, это что-то было. Но потом большевики все это дело прикрыли, юристы в лице Ленина, юрист Керенский, февральская революция, и так далее, так все.
До сих пор у нас вроде бы присяжные появились, а где вот эти ораторы-защитники, где состязательность, где оправдательные переговоры? Получается, у нас пассионарии, да, как любит говорить сам Айрат Дильмухаметов, обречены в принципе? Ну, вопрос, кто является носителями этой культуры. В принципе, народ имеет ту власть, которую он заслуживает. А вот эти методики, как это происходит? Утром в 6:30 около десятка человек в квартиру врываются, обыски проводят. Даже если это ничем таким вроде там ареста или тем более срока не закончится. Вот эти меры, это правильно в наше время? Может быть, есть смысл человеку, не знаю, повестку прислать? Приходите, пообщаемся, у нас вопросы к вам есть. Ну, я здесь согласен, скажу, здесь такие устрашающие. Кстати, это о чем говорит? О некой превентивной предупредительной акции. Вот когда вот такая шумовая завеса, он же не хранитель оружия, он же не руководитель бандформирования. По форме это очень похоже на операцию устрашения. Это был фрагмент программы «Персонально ваш». Вчера в гостях у нас был Сергей Лаврентьев. Этот эфир вы можете посмотреть и послушать еще раз на нашем сайте mskaufa.ru в разделе «Программы», а также на нашем канале в Ютубе и в группе в Фейсбуке. Мы на данный момент действительно не знаем всех подробностей этого события, да, кроме того, что вот было рассказано. Действительно, пришли вчера с обыском к Айрату Дильмухаметову. Это было утром. После этого, по неподтвержденным данным, он был все-таки увезен в отдел, да, куда-то. Ну, если верить, опять же, нашим коллегам, то в здание на Крупской, это здание ФСБ. И, в общем, он там был оставлен на 48 часов, опять же, по неподтвержденной информации. Но сейчас хотелось бы, друзья, вот что с вами обсудить и на какую тему проголосовать. Вот Айрат Дильмухаметов не раз, в том числе в наших эфирах, заявлял о своем намерении рано или поздно баллотироваться на должность руководителя республики. Почему говорю руководителя? У нас сейчас действующая, должность руководителя называется глава региона, а он всякий раз говорил, что он хочет быть именно президентом республики Башкортостан, причем переформатированный на новый лад с новым уровнем полномочий, скажем так. Вот на ваш взгляд, если взять во внимание вот это весь бэкграунд, да, Айрата Дильмухаметова, все его взгляды, все его высказывания и так далее, и те события, которые с ним происходят, в конце концов у него за плечами 2 срока и вот нынешнее преследование. На ваш взгляд, он должен быть зарегистрирован на выборах главы региона, даже вот в этом году? Если вы считаете, что он должен быть зарегистрирован, голосуйте по номеру 262-72-47. Если вы считаете, что нет, раз уж есть проблемы с законом, раз уж таковы правила игры в нашей стране, то ни в коем случае его регистрировать не нужно и требовать этого не нужно. 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. Если вы считаете, что Айрат Дильмухаметов, несмотря ни на что, должен быть зарегистрирован в качестве кандидата на должность главы республики на предстоящих осенью выборах, вы голосуйте по номеру 262-72-47. Если, на ваш взгляд, в принципе, этого делать не нужно, это не обязательно, то есть настаивать на этом не надо, хотя бы по формальным причинам, что действительно у него за плечами судимость, и по закону этого делать нельзя, 262-72-48. Лен, что скажешь? Ну, я считаю, что надо соблюдать закон. Если мы все-таки хотим хоть каким-нибудь образом изменить то, что у нас сейчас происходит в стране, давайте начнем с малого и реально будем жить по законам Российской Федерации. Соблюдать их, а не просто там думать, что они есть и окей. Ну, у человека есть судимость, и это определенно минус, да? Угу. То есть не будем сейчас углубляться, хороший давать закон оценку. Или плохой, да. Его нужно соблюдать. У человека есть судимость, она по достаточно серьезным статьям. Все. Ребят, о чем можно говорить? В этот момент, конечно, вспоминаю пример Южноафриканской республики Нельсона Манделы, да, человек, который очень много, по-моему, 30 лет отсидел, в итоге стал главой государства, и, в общем, страна пошла по другому пути. И в истории ведь много таких примеров, когда люди преследовались по политическим мотивам, в конце концов оказывались на свободе и получали власть в свои руки. Правда, не всякий раз это кончалось чем-то хорошим, это другой вопрос, да, но есть примеры, в том числе и позитивные. И тем не менее, у нас есть определенные, очень очень строгое ограничение для тех, кто намерен баллотироваться, поэтому если так вот сложилось, о каком вообще участии в выборах может речь идти? Напомню, 262-72-47, вы считаете, что Айрат Дильмухаметов должен быть зарегистрирован на должность на выборах, да, в качестве кандидата на главы республики в этом году. 262-72-47, 262-72-48. Вы не считаете это нужным и необходимым. Я предлагаю продолжить голосование на перерыве на новости федеральные и уфимские. Вернемся в студию, подведем итоги и поговорим с Робертом Загревым на эту тему по телефону.
7:30 в Москве. Здравствуйте. В студии Константин Мирошников. На Эхе новости. Не менее 27 человек погибли в результате стрельбы, открытой неизвестным в 2 мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Полиция подтвердила задержание одного из стрелков, сообщает в пятницу на сайте Otago Daily Times. Это гражданин Австралии ультраправых взглядов. Сообщается, что предполагаемый злоумышленник оставил 37-страничный манифест, в котором сообщил о своих намерениях. Также, по данным газеты, он снимал нападение на видео. Бывший руководитель НПО «Орион» арестованы по подозрению в мошенничестве. Как сообщает «Коммерсант», следствие считает, что фигуранты дела заключили как минимум 4 фиктивных договора поставки оборудования для предприятия на общую сумму 360 миллионов рублей. Таким образом, оборонно-промышленному комплексу страны был причинен большой ущерб. Предприятие специализируется на выпуске электронно-оптической техники, приборов, подчиняется Ростеху. Бывший глава «Ориона», 69-летний ученый Анатолий Филачев, вину не признает. Защита настаивает, что от ареста члена-корреспондента РАН пострадает вся наука. Российские истребители 2 раза за неделю поднимались на перехват иностранных воздушных судов. Всего, как отчиталось Минобороны, разведку у границ страны вели 19 летательных аппаратов. Нарушения воздушного пространства допущено не было. Как сообщалось накануне, в небе у западных границ многочасовой пролет совершил американский беспилотник, поднявшийся в воздух с базы на Сицилии. Разведка была произведена на фоне сообщения о том, что в Калининградской области в эти дни должен заступить на боевое дежурство новый полковой комплект комплексов С-400. Дональд Трамп подтвердил, что наложит вето на резолюцию Конгресса об отмене режима ЧП. Президент отметил, что документ откроет границы, через которые в страну хлынет наркотрафик и контрабанда. Цитата. Он поблагодарил республиканцев, которые проголосовали против резолюции. Чтобы отменить вето главы Белого дома, обеим палатам Конгресса понадобится 2/3 голосов. Режим ЧП был введен Трампом, чтобы обойти запрет законодателей и выделить средства из бюджета на строительство стены на мексиканской границе. Британский парламент проголосовал за отсрочку Брексита. Теперь глава правительства страны обратится в Европарламент с запросом о переносе срока выхода Соединенного Королевства из ЕС. Это решение должны единогласно поддержать 27 стран. Брексит может быть отложен до конца июня, в том случае, если британские законодатели примут соглашение с Брюсселем. В противном случае отсрочка будет более длительной. Напомню, ранее Королевский парламент дважды отвергал договор с ЕС. По первоначальному плану Брексит должен состояться в конце этого месяца. О погоде в столице сейчас. В Москве -2 градуса, пасмурно, давление 746 миллиметров ртутного столба. Днем в городе ожидается от +2 до +4 градусов, облачно с прояснениями. Местами гололедица и по области возможен небольшой снег. Константин Мирошников, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Говорят, человек должен посадить дерево, построить дом, воспитать сына. Разумеется, не обойтись без поддержки, знаний и, конечно, финансов. Все просто. Чтоб легко финансировать, нужно верно инвестировать. Финам. Инвестируй грамотно. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в городе Уфа, ООО «Финам Уфа». Цюрюху 75. Телефон 216 11 22. Грузоперевозки от 450 рублей за час. Такси 900. От стандартных «Газелей» до пятитонников. 2 900 900. По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На Эхе Уфе новости. У микрофона Елена Черкова. Здравствуйте. Агентство по страхованию вкладов выбрало 2 банка-агента, которые выплатят деньги вкладчикам Роскомснаббанка. Как сообщает «Коммерсант», выплаты возьмут на себя Сбербанк и Уралсиб. Ранее сообщалось, что выплаты начнутся не позднее 21 марта, однако точную дату агентство объявит дополнительно. Напомню, 7 марта Центробанк объявил об отзыве лицензии Роскомснаббанка. Официальной причиной называют неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. На момент отзыва лицензии обязательства Роскомснаббанка оценивались в 22 миллиарда рублей, 18 из них по вкладам физических лиц.
Министерство транспорта России наградило сотрудников Уфимского аэропорта за действия при аварийной посадке самолета компании Red Wings. Напомню, в августе прошлого года самолет, вылетевший из Уфы в Сочи, аварийно сел через несколько минут после взлета из-за возгорания двигателя. Пожар тогда быстро потушили, пострадавших не было. Награду Минтранса «Отличник воздушного транспорта» получили сменный руководитель производства Владислав Прусаков, начальник смены службы организации пассажирских перевозок Ксения Сатаева, мастер службы перронного обслуживания Александр Шнайдер, а также водитель пожарной машины и начальник пожарно-спасательной команды. Минтруд Башкирии утвердил новые стандарты выплат субсидий за ЖКХ для льготных категорий граждан. Так, если максимальная доля расходов на оплату ЖКХ у многодетной или неполной семьи составляет 13% от дохода, такая семья может претендовать на субсидию. До 1 января текущего года норматив составлял 15%. Одинокие пенсионеры, достигшие 70 лет, могут получить субсидию, если они отдают за коммунальные платежи 16% своего дохода. По данным Минтруда Республики, сегодня субсидии на оплату ЖКХ получают 73 тысячи человек. По прогнозам, в 2019 году их количество может вырасти до 115 тысяч. На эти выплаты в бюджете уже запланировано более 2 миллиардов рублей. Салават Юлаев обыграл команду «Автомобилист» в первой встрече полуфинала плей-офф Восточной конференции КХЛ со счетом 0-1. Матч прошел вчера в Екатеринбурге. Единственную шайбу забил финский нападающий Салавата Юлаева Йонас Кемпенен. Следующая встреча команд пройдет 16 марта на домашней арене «Автомобилиста». И в завершении выпуска о погоде. В Уфе сейчас -6, ветер западный до 4 метров в секунду. Елена Черкова, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем «Уфимский разворот». Елена Черкова, Руслан Валиев у микрофона. И мы напоминаем, что до перерыва на новости мы объявили голосование и спрашивали у вас, как вы считаете, стоит ли вообще, должен ли вообще Айрат Дильмухаметов быть зарегистрирован в качестве кандидата на выборах, которые у нас в сентябре этого года пройдут. Я напомню, что Айрат Дильмухаметов хочет стать президентом Башкирии. Несуществующая, правда, должность, но тем не менее. 262-72-47. Вы считаете, что он должен быть зарегистрирован в любом случае. 262-72-48. Он не должен быть зарегистрирован, так как человек все-таки несколько раз судим, причем по достаточно таким серьезным статьям. Я напомню, его обвиняли в публичном оправдании терроризма. Ну что, будем подводить итоги, наверное. Давай. Сейчас голоса допадают окончательно. 73... Да, 74% наших слушателей, кстати говоря, думают, что Айрат Дильмухаметов должен быть допущен до регистрации на предстоящих нам выборах, и 26% считают, что нет, не должен он быть зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы республики. Спасибо тем, кто голосовал. Мы сейчас тему менять не будем, продолжим, собственно, обсуждать то, что вчера произошло. Будем звонить. Звонить мы будем Роберту Загрееву. Да, общественному деятелю, журналисту в прошлом, соратнику Айрата Дильмухаметова. Кстати, тоже политзаключенному, тоже, кстати говоря, по вот таким же самым статьям. Да, они в этом смысле были как бы связаны, что ли, да, потому что на сайте именно Загреева была опубликована та самая статья Дильмухаметова, за которую он был осужден. Но справедливости ради надо сказать, что движение «Мемориал» признало обоих именно политзаключенными по этим эпизодам. Поэтому это тоже важный эпизод. Тем временем Роберт Загреев у нас на связи. Доброе утро, Роберт. Доброе утро. В студии Елена Черкова, Руслан Валиев. Вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-либо подробности об обыске в доме у Дильмухаметова, который произошел вчера? Нет, пока никаких подробностей мне неизвестно, потому что же созвониться с ними невозможно, все телефоны и компьютеры изъяты. Как с ними связаться? Ага, телефон самого Загреева, простите, Дильмухаметова или его мамы тоже? Потому что вчера журналисты как-то смогли с ней связаться. Ну, видимо, по домашнему телефону. По городскому. Ага.
Если говорить о том, что происходит, да, то есть вы с такой подобной, точнее, ситуацией знакомы все-таки не понаслышке. На ваш взгляд, сейчас что происходит? Почему действия силовиков начались только спустя год после начала активной деятельности Дильмухаметова в публичном пространстве? Или тут какие-то причины могут быть другие, скажем, да, не сама публичная деятельность? Нет, дело в том, что статья 280.1, она относится к преступлениям средней тяжести, а по ним срок предварительного заключения не может составлять более 6 месяцев. Так. Поэтому вот как раз, если со вчерашнего дня считать, то Айрат выйдет ровно после подведения итогов голосования. Давайте расшифруем все-таки. 280.1 это публичные призывы, да? К осуществлению... Да. Чего там? Сепаратизм. Ага. Территориальная целостность. То есть вы считаете, что сейчас он может быть задержан, а в конце концов просто отпущен без суда, так что ли? В принципе, там и не ставится задача его посадить по приговору. Задача стоит только в том, чтобы он вышел на следующий день после оглашения итогов голосования. Ага. То есть это ваша точка зрения, или вы опираетесь на какие-то, я не знаю, факты, информацию, чьи-то слова? Это чисто математический расчет. Потому что же они целый год оттянули, а именно вот ровно за 6 месяцев спохватились. И кроме того, мне некоторые люди говорили о том, что материалы-то давно на него собраны, но ждали команды. А командой такой, я думаю, как раз послужило его последнее видеовыступление тоже, в котором он говорит о национализации того, что было отобрано в последние годы. А есть ли у вас данные вот на протяжении последних 1,5 лет, да, пока Дильмухаметов вел активную такую публичную, даже года, наверное, публичную работу, были ли у него какие-либо контакты, взаимодействия с силовиками? Может быть, кто-то приходил, вопросы задавал? Я не знаю. У меня нет такой информации. Потому что мы с ним, в принципе, мало общались. В последнее время так, да. А вот что касается вас, вы ведь тоже на активную публичную работу ведете, там блог в соцсетях публикуете, регулярно посты пишете. Как у вас? Нет ли каких-либо, вот на ваш взгляд, оснований у силовиков к вам обратить внимание? Основания они найдут, поэтому, так сказать, нельзя, как говорится по пословице русской, от тюрьмы и сумы не зарекайся. Поэтому мы всегда готовы. Вот. Но с другой стороны, сам арест кандидата в президенты накануне выборов, это сигнал обществу. Смотрите, сказал, что... а разве был шанс на то, чтобы Айрат Дильмухаметов был зарегистрирован? Какая была опасность, я не знаю, там, для тех, кто считает, что он ее представляет? Вопрос ведь не в том, что зарегистрирован или не зарегистрирован. Он имеет огромное влияние на башкирское население, а именно башкирский национальный вопрос и является главной политической проблемой Хабирова сегодня. Расшифруйте, что это значит? Это значит, что его электоральная проблема состоит как раз в противодействии башкирского, национального башкирского движения, противодействие как раз именно назначению Хабирова. Поэтому этот арест просто решает главную политическую проблему Хабирова. Речь идет сейчас, в частности, о том, что запрещали Башкорту съезд или что-то еще, потому что в чем конкретно это противодействие заключается? Все в целом. То есть мы сейчас видим, что выборы пройдут в атмосфере запугивания и лжи. То есть вы считаете, что инициатива, этих действий, да, против Дильмухаметова исходит от региональной власти? Сам Хабиров марионетка, прежде всего, надо же понимать. Он просто ставленник, поэтому не только от региональной власти. Роберт, у нас тут... Да, говорите, я потом задам вопрос. Сама замена руководителя ФСБ накануне отставки Хамитова, а потом все последующие события, они говорят о спланированности, глубокой эшелонированности этих действий.
Наш слушатель Рутений Забиров просит спросить у вас, будет ли ваше дело пересматриваться после того, как была принята статья о декриминализации? У меня статья не относится к 282, у меня была 205.1. Поэтому не будет. Ответ нет. Так, ну и тогда давайте подытожим. Вы сейчас, получается, вот ваша точка зрения, что Айрат Дильмухаметов так и останется на полгода, или все-таки он выйдет? А вот это вот сейчас можно проверить. Сейчас, если попросить Радия Фаритовича, чтобы он снял трубочку и убедил своих кураторов в том, что это может привести к обратному эффекту, потому что башкиры народ упрямый, на них чем больше давишь, они наоборот больше сопротивляются. Ну, поэтому мы можем сейчас увидеть, среагирует, он поймет, что это произведет обратный эффект или нет. Потому что сейчас тогда актуальным становится, после ареста Дильмухаметова, актуальным становится следующий политический лозунг. Башкир, запомни сам и другу передай Хабирову на выборах Урае. Что-то не видно пока никакой особо бурной-то реакции сторонников Дильмухаметова. Это все произойдет в кабинке для голосования. Вот Альберт нам пишет, что влияние на население у Дильмухаметова минимальное. Не допустить к выборам есть масса других способов. Здесь причина как раз в экстремизме, по его мнению. Там, понимаете, вопрос ведь не в том, что допустят его, не допустят на выборах. Тот факт, что ему откажут, будут являться уже основанием для того, чтобы объявить их нелегитимными. Ну, в оппозиционной среде, в массе. То есть это уже вызовет недоверие, когда будет официальный отказ в регистрации. Подождите, но если у человека есть судимость за статьи по экстремизму, ну о какой вообще регистрации может речь идти? Это же нарушение закона. Но мы же все-таки пытаемся работать в каком-то конституционном поле, да, правовом поле, но это ведь не относится как раз ни к Конституции, ни к праву. У человека есть судимость. Еще раз. Значит, избирательная кампания – это своего рода обмен пиар-акциями. Отказ в регистрации – это своего рода тоже пиар-акция, которая может повлиять на волеизъявление граждан. Поэтому вот то влияние, которое на башкир может оказывать в ходе избирательной кампании, может решить итог голосования. Потому что там, ну, может быть, несколько процентов будет борьба идти за несколько процентов выигрыша. И это очень важно, мнение башкирского народа, которое как раз может зависеть от точки зрения Айрата Дильмухаметова. Понятно. Спасибо большое вам, Роберт, что вышли с нами на связь. Напомню, что на прямой связи со студией был общественный деятель Роберт Загреев, человек, который, в общем, многие годы работал рука об руку с Айратом Дильмухаметовым. Я все-таки не вполне понимаю связь между консолидировать вокруг себя людей и сделать так, чтобы они не голосовали за Радия Хабирова, и вот эти все выпады по поводу, если его не зарегистрируют. Так где связь-то? Ну вот не могу я это в голове в себя уложить как-то. Ну, это точка зрения, на самом деле, да, Роберта Загреева. Связь, возможно, и отсутствует. Но так или иначе мы будем здесь... как принято говорить, следить, да, за этой историей. Пока вопросов больше, чем ответов. Действительно, мы не знаем большую часть нюансов этой истории. А сейчас мы поменяем тему. В ближайшие выходные в Уфе планируется необычное как мероприятие, акция, можно сказать, да, субботник по очистке и восстановлению усадьбы Бухартовских, которая находится на пересечении улиц Аксаковой и Коммунистической. И это дом, который известен уфимцам как дом с балконом, да, то есть множество фотографий еще советского периода есть в интернете, где трамвай идет по улице Аксаковой, и вот этот вид на этот дом, историческое здание, которое сейчас, к сожалению, находится в не очень приглядном состоянии. На эту тему мы поговорим с активисткой движения «Архзащита» Эльзой Маулимшиной, которой есть что рассказать на тему этого здания вообще и субботника, который предстоит в ближайшие выходные в нашем городе. Никиту Полянина попросим сейчас дозвониться до Эльзы Маулимшиной и поговорим с ней на эту тему. И
Здравствуйте, Эльза, вы у нас на проводе и в прямом эфире «Эхо Москвы». Доброе утро. Доброе утро. В студии Елена Черкова, Руслан Валиев. И первый будет вопрос. По этому дому, да, как он, это дом или усадьба, правильно говорить? Усадьба, а правильнее будет городская усадьба Бухартовских. Городская усадьба Бухартовских. Да. В каком состоянии это здание сейчас? И если я правильно предполагаю ваш ответ, и здание в плохом состоянии, то почему оно дошло до этого состояния? Изначально, когда жильцы покидали здание, они оставляли в кладовках даже огромное количество солений, варений. То есть в спешном порядке, насколько поняла, они покидали. А уже в первые там несколько дней, как мне рассказывали свидетели, скажем так, мародерства, говорят, что очень много народу, мужчин, взрослых мужчин, приезжали, говорит, на машинах, и все это прям вот забирали, просто били банки. То есть вот разворошили. А когда это происходило? Это был прошлый год. То есть до прошлого года там жили люди? Да. А расселили его, покидали люди почему? Потому что аварийным признано или что-то другие причины были? Скорее всего, как аварийное жилье. Угу. То есть даже ветхое аварийное жилье, оно в принципе оно расселяется, да. То есть сейчас просто дом стоит пустой, никому не нужный, но у него есть охранный статус или нет? У него есть охранный статус, более того, он не просто выявленный объект, а включен в единый госреестр объектов культурного наследия России. То есть, по сути, местное управление по охране памятников несет полную ответственность за его сохранность? Нет. В силу закона управление по госохране, оно как раз-таки следит за тем, чтобы собственник надлежащим образом как бы содержал здание. А собственник кто? Собственник у нас администрация города. Ага, то есть ответственность на администрации все-таки лежит? На администрации. Более того, насколько я помню и знаю, управление год назад привлекало администрацию города к административной ответственности за ненадлежащее как бы, вот, обращение с сохранностью этой усадьбы. Угу. Кстати, поясните радиослушателям и нам в том числе, в чем разница, да, вот нахождение в списке выявленных объектов и нахождение вот в реестре памятников. Понятно. По сути, ничем они не отличаются. Охранный статус как у выявленного объекта, так и у включенного в единый госреестр, он одинаков. Абсолютно одинаковые требования к сохранности, к содержанию этих памятников, вот, абсолютно идентичны. Единственное, что у выявленного объекта нету охранной защитной зоны. Та самая пресловутая зона в 200 метров. В будущем, естественно, через госисторико-культурную экспертизу данная охранная там, или защитная зона, она уменьшается. Если говорить про вот этот субботник, который вы планируете, расскажите, пожалуйста, кто будет участвовать в нем, что именно, какие работы вы будете проводить там? Так, во-первых, хочу пояснить, что эта акция, она проводится совместно с администрацией городского округа города Уфа. То есть администрация тоже участвует? Конечно. То есть без их поддержки, без и выделенного ими инвентаря, машины и так далее, то есть эта акция, в принципе, была бы невозможна для проведения. Вот. То есть мы достаточно тесно общаемся с чиновниками администрации города, то есть они поддерживают всячески, как бы, информационную поддержку дают. Вот мы буквально вот минут 10 назад разговаривали с администрацией Ленинского района. Сама форма проведения в виде субботника, насколько это распространено и часто бывает в Уфе? И почему, кстати, администрация именно такой вариант поддерживает, а не сама соберется и не сделает там все, что нужно? Ну, это вот мое личное мнение. То есть обычно же усадьбы, и в том числе вот эти вот старые объекты культурного наследия, они мало кому со стороны как бы нужны. Вот да, мы сидим там в соцсетях, там, в СМИ, как-то возмущаемся, что вот такой-то объект погибает, так ведь? Однако активных действий по ее защите, вот чтобы там выйти, собраться, какую-то акцию провести, очень редко бывает. Скажите, а в результате... Мы решили провести. Да. А какие планы вообще у администрации, там, я не знаю, или у архзащиты по поводу здания? Ну вот сейчас пройдет там субботник, ну вот самый такой грубый мусор будет вычищен, а дальше что? А в дальнейшем, насколько я поняла, к лету администрация города с земельным участком определится, к которому относится как бы сама усадьба, и планирует выставить на торги по цене, ну как бы по такой программе аренды за 1 рубль 1 квадратный метр в год. То есть буквально там несколько тысяч квадратных метров само здание, оно же в несколько этажей. Тысяч квадратных метров? Насколько поняла, да. Потому что рядом расположенный небольшой флигель усадьбы Бухартовских больше 220 квадратных метров.
а он раза в 4-5 меньше, чем сама городская. Ну, то есть предполагается, что эта усадьба будет выставлена на торги с обременением, да, с условием, что инвестор, который приобретет, собственно, этот объект, должен будет его восстанавливать и содержать, да? Да, да. Более того, насколько поняла, вот рядом расположенное здание Аксакова 48/1, это городской флигель усадьбы Бухартовских, ну, официальное название у него. Год назад, со слов там рядом расположенных как бы работающих дворников и так далее, они рассказывали, что приезжали на нескольких представительских машинах как бы чиновники, возможно, там в костюмах, и обходили все здание, хотели, говорит, попасть внутрь, то есть оценивали, насколько это рентабельно, в принципе, вот восстановить, возродить и под нужды бизнеса. Ильза, у вас нет данных о том, сколько вообще может быть, во сколько может обойтись реставрация этого здания и приведение его в божеский вид вот сейчас? Я, как бы, скажем, владелец аналогичного объекта, как бы дома мамы Сатаева, то есть также пытаюсь сейчас начать реставрационную работу в нашем доме. И параллельно подыскивала, скажем так, компании, в том числе проектные, которые смогли бы, ну, как бы проект хотя бы, да, первоначально реставрационный сделать. И, насколько поняла, реставрация именно деревянных объектов культурного наследия раза в 4-5 дешевле, чем реставрация каменных зданий. А усадьба Бухартовских у нас деревянное здание. То есть это не так будет. Вот как раз вы, раз сами заговорили про дом мам Сатаева, хочется понять, как там сейчас обстоят дела, потому что последние новости, которые были касаемо этого дома, в том, что Верховный суд все-таки признал за застройщиком право снести дом и взять эту территорию. Что сейчас у вас происходит там? В настоящее время официально у нас тишина. То есть в ноябре прошлого года администрация города за подписью зам руководителя УЗИО направили нам уведомление о том, что рассматривает вопрос как бы о заключении, возможно, мирового соглашения, либо как-то вывести наш дом из зоны застройки. Потому что дома построены застройщиком, наш дом ни в коем случае никак не мешает застройке, совершенно, и с первого дня не мешал. Вот, то есть как бы... И все-таки по закону этот дом нельзя сносить, он под госохраной. То есть максимум, что могут сделать, это выселить нас, потомков и мама, забрать дом и отдать застройщику для реставрационных работ. Вы же понимаете, что это просто глупо выглядит, что застройщик заберет наш дом, отреставрирует его сам, когда у нас у самих имеются и деньги, и средства, и возможности. И тем более мы не под нужды бизнеса хотим его отреставрировать, а именно как под частный музей. Скажите, Эльза, возвращаясь к теме субботника в усадьбе, есть ли желающие, да, например, среди наших радиослушателей найдутся, как им быть, желающие когда, куда? Есть. Вот. Завтра в 12 часов официально начало как бы уборки. Администрация предоставляет машину для вывоза мусора, предоставляет крепкие мусорные мешки, лопаты совкового типа, чтобы не вручную, не руками собирать мусор, вот, а лопатами. Ну и перчатки хозяйственные. То есть, кроме этого, есть как бы среди моих знакомых активные общественники, которые сами лично докупают перчатки на всякий случай, потому что изначально я думала, что не больше 20 человек придет. Это по моим самым там радужным подсчетам. Вот на данный момент около 40 собирает. Скажите, а как-то планируется законсервировать, что ли, после субботника? Ну, и там же проходной двор, по сути дела, в последнее время был. Постоянно, насколько я поняла, общаясь с рядовыми работниками, постоянно этот дом забивают досками, пытаются законсервировать, однако не столько, скажем так, люди без определенного места жительства, да, туда заходят, а именно молодежь. Молодежь 13-14 лет все это отдирает, заходит внутрь, приводит там в ужасное состояние, разводит костры, распивает спиртные напитки. То есть я, в принципе, вот со своей стороны думала, что вот мы завтра не просто соберемся, уберемся, но сделаем по походному небольшое чаепитие, там принесем кипяток, чай во дворе. В данный момент мы это все это организуем. Ну и будет еще непосредственно общение всех активистов. Может быть, нас молодежи достаточно же активно много, и они завтра придут, каждый там 1-2 объекта себе выберет под свою зону ответственности, и раз, допустим, в неделю, в 2 недели будет обходить этот объект, смотреть,
не разворотили ли его, то есть не отодрали ли какое-то там окно, не залезли ли внутрь. Чтобы оперативно дозор такой. Да, город. Дневной и ночной. Ну что ж, спасибо большое вам, Эльза. Мы благодарим нашу собеседницу, активиста движения «Архзащита» Эльзу Маулимшину, и мы говорили о субботнике, который состоится завтра в усадьбе Бухартовских. Всех приглашаем принять в нем участие. Благодарим всех, кто нас слушал и принимал, опять же, участие в нашем эфире, и желаем хороших выходных. Пока. Мягкой посадки вашим батарейкам.